Для меня Варшава – это транзитный город. Потому что когда первый раз я выехал за границу и сразу в Париж, да, у меня была пересадка в Варшаве. Был поезд до Варшавы из Минска. Из Варшавы я ехал на автобусе. И я никогда с тех пор, при том, что я достаточно часто езжу в Варшаву, я никогда там не жил дольше, чем подряд, дней 10 или 12. Я еду в Варшаву, когда мне нужно в Порто или в Будапешт, или в Берлин. Вот мне тогда нужна Варшава. А просто так отдельно, без вот этих всех историй, Варшава мне нужна гораздо меньше, потому что она все равно у меня внутри. То есть до того, как я стал говорить по-белорусски, я стал говорить по-польски. И вот это очень забавная штука и очень важная для меня штука, потому что Польша – это была моя фактически малая культурная родина. Это была та точка отсчета, с которой началась моя Европа. И до сих пор так оно и есть. Варшаву я люблю не целиком, а кусками, фрагментами. И вот один из самых ярких и убедительных, и самых таких привлекательных для меня, непонятно почему, кстати, фрагментов, это кусок Маршалковской от, собственно, Дворца культуры и науки и до Пляца Збавителя. То есть такой хороший кусок колониальной сталинской культуры. Тот самый, там, где стоят вот такие странные, такие почти нацистские, я бы хотел сказать, прямоугольники зданий. И в этих нишах этих серых прямоугольников стоят такие невероятные, какие-то гипертрофированные, гипермасштабные какие-то фигуры коммунистических героев. Все это настолько как-то грубо высечено, все это настолько монументально и, очевидно, превышает твои нормальные размеры, что ты себя чувствуешь в каком-то сумасшедшем Готэме, да? То есть это какой-то город из сериалов про Бэтмена, который в своей этой диковатой вот этой мощи, а это производит впечатление, в своем вот этом каком-то комиксовом, почти карикатурном пафосе заставляет тебя остановиться, разинуть варежку и просто долго озираться вокруг. Ты хочешь сесть на эти ступеньки под вот этими каменными мордами и сидеть и смотреть на них, как они нависают над тобой, и понимать, что, как ни странно, ты с ними – это страница одной и той же партитуры. Мне кажется, что это лучше всего работает, когда ты сам наедине вот с этим текстом. И он начинает на тебя обрушиваться во всей своей косноязычной мощи. И ты сквозь него как бы проходишь, как сквозь тоталитарный гимн. И он продолжает звучать у тебя внутри, даже когда ты уже вышел из этого района. Дворец культуры и науки – самое странное из варшавских заведений. То есть ты вот выходишь с вокзала центрального, сразу бац, перед тобой торчит вот этот гипер-супер-фаллос. И не случайно это был тот подарочек, который Иосиф Виссарионович Сталин преподнес побежденной Варшаве, фактически побежденной, потому что это был знак коммунистической интервенции. Пришли новые порядки, пришла новая власть, и эта новая власть поставила посреди города свой монументальный вертикальный член. Странное заведение, оно с самого начала было очень путано по своей биографии, потому что в нем одинаково успешно проходили партийные съезды и рок-концерты. В 1967 году здесь впервые в коммунистической Польше выступали Rolling Stones, которые с особым цинизмом приехали на своих лимузинах прямо в центр города и выбрасывали из окон под ноги изумленным прохожим свои пластинки, которые тут же пытались перехватить агенты службы госбезопасности. Дворец культуры и науки прекрасен еще и тем, что я ни разу не был там внутри. Точнее, вру. Однажды я там был, и это была шикарная выставка кофе. С кофе там было все в порядке, но я ни разу, сколько раз не ходил ни внутри, ни вокруг, не испытал соблазна подняться на самый верх, на тот самый, где там такие офигенные смотровые площадки. И только недавно я понял, почему. Потому что это вертикаль. А я не люблю вертикаль, мне нравятся горизонтальные люди. И вот вокруг Дворца культуры и науки, именно по этому поводу, в летнее время стоит масса шикарных совершенно деревянных лежаков, где сидят, лежат, ходят, тусят, танцуют прогрессивные польские активисты. И я понял, в чем тут кайф. В том, что Дворец культуры и науки – это укрощенная коммунистическая мечта.
Это communist dream, превращенное в поп-шоу, превращенное в консюмеристскую площадку, из которой начисто вычищена любая политика, и в которой остается только чистый фан. И вот этот чистый фан в сердце коммунистического правопорядка, уже мертвого, но который все время с нами, то в этом особый кайф этого места. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Это трамвайчик, в котором возможно все. В нем возможны японские туристы, белорусские киношники и местные кадры с сеткой полной стеклотары. Вот они все едут вместе, как бы друг на друге, друг другу не мешая, в одну сторону, никто не знает в какую, но сам процесс, он как бы вызывает уважение и симпатию. И вот когда ты в этот вагончик вбиваешься, а еще когда тебе повезет и есть свободное место на задней как бы спинке вагона, вот тогда можно абсолютно расслабиться и просто как бы пропускать через себя маршрут, спокойно рассматривая окружающий ландшафт. Вот. И если говорить о странностях, то одна из странностей Варшавы в том, что в ней есть Прага. Да? То есть есть на самом деле Прага, да, которая в Чехии, а есть Варшавская Прага, и это совсем другая Прага. Это такой, как сказать, как бы польский Ужупис, да? То есть это такая вот богемно-криминальная зона, где в принципе очень странные люди сосуществуют друг другу не мешая. И бояться ехать туда абсолютно не надо, потому что если ты сам не захочешь и не будешь нарываться, с тобой ничего плохого не случится. В Праге просто надо ловить вайб и плыть по течению. Тогда ты увидишь массу интересных вещей, ну, вроде спортивной машины, в которой из багажника выпрыгивает бойцовая собака, например. Или чуваков, которые в подворотне друг другу впаривают белые тренировочные спортивные штаны. Или заходишь на местный фастфуд, и это отдельная тема, потому что в Праге нужно обязательно попробовать местный фастфуд, который зовется пызы. Ну, то есть, если привести в чувство литовский цепелин и загнать его в стеклянную банку, то это будут как раз вот такие польские пызы. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim. В принципе, вот это как бы благородная потрепанность и изысканная такая изношенность Праги – это особый кайф, хотя бы потому, что там бок о бок живут не только вот такие потрепанные как бы клошары и живописная богема, но и вполне себе продвинутые хипстеры. Возникает вот такой стереоэффект, возникает такой неповторимый пражский саунд, через который стоит пройти, который стоит попробовать и который никогда тебя не обманет. I na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny. В культуре, да и в жизни мне все больше нравится секонд-хенд. То, что можно пафосно назвать вторичным перераспределением культуры. Ты послушал музыку, пережил ее, освоил, отдай другому, ему тоже будет в кайф. И вот для меня варшавский кайф – это еще и варшавские музыкальные комиссионки. Место, куда можно прийти и за смешные деньги купить все то, что ты хотел, а также заодно и то, что ты не хотел, но то, что тебе очень понравилось. Вообще, я очень люблю две вещи – рыться в книжках и рыться в дисках. Вот это отдельная тема, и пусть даже ты, не знаю, из этой всей стопки выберешь 1-2 диска, все равно сам процесс вот этой активной охоты – это отличная штука, потому что я этим занимался всю жизнь.
Как в любой охоте, здесь есть азарт, здесь есть кайф, здесь есть боязнь облажаться, и есть удивительная радость, когда, черт бы, тебе в руки попало то, что ты хотел. Давно хотел, а теперь вот оно твое. И ты хватаешь эту штуку и уносишь домой добычу. И это офигенно красиво. Потому что то, что мы называем личной культурой, это и есть способность надергать из многообразного набора культурного хлама пару своих кайфовых книжек, горсть своих любимых альбомов и пару фильмов, за которые не страшно умереть. Есть в Варшаве место особой магической силы. Для меня это старое здание третьего канала польского радио. Вот сам этот программ «Trzecie польского радио» был для меня безумно важен в старших классах. Это страшно подумать, это где-то 72-й, 73-й, 75-й года, когда я фактически жил в приемнике. Жил в радио. У отца был такой шикарный, очень модный, по тем временам очень важный, такой большой радиоприемник ВЭФ, и он ловил короткие волны. А на коротких волнах вещал третий канал польского радио, и это была офигенная музыкальная станция. Фишка была не только в том, что там была всегда свежая музыка, и они самыми первыми, буквально через пару дней после выхода, полностью поставили Pink Floyd Dark Side of the Moon. Фишка была еще и в том, что это было очень персонально, это было очень лично. У них была культура радиоведущих, у каждого было свое лицо, у каждого был свой стиль. Вот эти радиопрезентеры, это были офигенные люди с такими с бархатными голосами, с такой легкой, непринужденной атмосферой, такое впечатление, что они там либо постоянно затягивались косяками, либо прихлебывали виски, но такие были очень расслабленные, естественные, мягкие голоса. И вот такой человек, что тебе ласково бормочет, а потом раз и поставил Битлз, да? Или потом King Crimson, например. И ты знал, что Дариуш Михальский – это тот, кто занимается Битлз. Что Витольд Пограничный – это тот, кто ставит хард-рок. А Марек Гашинский – это тот, кто по польскому биг-биту, да? Но для меня это был клуб каких-то очень близких друзей. И вот этот канал третий, он фактически поставил мне вкус, поставил мне слух, поставил мне какую-то определенную тонкую эмоциональную настройку. Поэтому это место силы, поэтому это место моего кайфа. И все равно, что там происходит за проходной. Фотопластикон – это моя маленькая варшавская тайна. То есть, это вещь, которой я хочу делиться с массой своих друзей и знакомых, но которой очень мало места остается в общей картинке варшавского опыта. Да? То есть, все говорят о каких-то фудкортах, все говорят о магазинах, все говорят о парках, все говорят про сердце Шопена и так далее и тому подобное. А фотопластикон – это такая хитрая штука, он очень неброский. Это осколок прошлого, который по недоразумению еще остается живым. То есть, это вот такой смешной очень приборчик, да? Такая вот винтажная такая забава, которая уже, наверное, лет 100, даже точно лет 100, даже больше, которая тебе показывает картинки, которых уже нет. Города, которых нет, пейзажи, которых нет, людей, которых тоже нет. И вот эта пляска теней, да, а еще в 3D, еще в стереослайдах, да, она создает совершенно фантастическое впечатление такой какой-то сумасшедшей машины времени. Мне каждый раз удивительно интересно, а мы ходим туда каждый раз, когда приезжаем в Варшаву, и немножко страшно. Потому что это письма из мертвого мира. Письма из реальности, которой уже никогда не будет. И ты смотришь на это все и понимаешь, что когда-нибудь сам станешь таким же слайдом, если повезет, ты будешь стереослайдом, а если не повезет, останешься моно. Меня во время поездок и каких-то предсказуемых или непредсказуемых путешествий всегда интересуют вещи локальные, всегда интересуют вещи уличные. Уличная еда, уличные музыканты,
Или вот такие уличные аттракционы. И вот здесь, вот как раз на Маршалковской в районе Пляса Избавителя есть такая вот клевая совершенно штука. Это фотоаппаратик, фотокабинка быстрого фото. В принципе, какие-то похожие вещи мы видели в других местах. И вообще везде, где мы бываем, когда мы видим подобную штуку, мы забиваемся в эту кабинку, нажимаем там на нужные кнопочки и получаем свои прекрасные физиономии в 3-4 вариантах. И у нас уже целая коллекция таких снимков. И на самом деле они везде разные. А еще есть такая фишка, что никогда не знаешь, чью фотку ты получишь на выходе. То есть снимаешься ты сам, а аппаратик может с тобой поиграть и выбросит какого-нибудь Элвиса Пресли. Начинаешь думать, что не так с тобой и что в порядке с Элвисом. Потом вообще не думаешь, просто еще раз бросаешь монетку, чтобы в очередной раз повторить этот опыт. Хотя какой там опыт? Смотришь и корчишь рожи. В Варшаве сейчас происходят странные вещи. Варшава начинает косить под Минск. Нет, в хорошем смысле этого слова, но я все чаще, например, на каком-нибудь новом святе боюсь выйти на улицу, чтобы не натолкнуться на кого-то из своих знакомых. Такое ощущение, что Беларусь вот пакетом, нормальная, красивая, яркая, креативная Беларусь, пакетом переехала в Варшаву и обустроилась там в меру своего разумения. И у меня уже есть любимые варшавские белорусские кофейни. У меня уже есть любимые белорусские литературные клубы. Есть публичные площадки. Есть политические альянсы. Есть масса вещей, которые белорусы делают в Варшаве. Иногда это мне мешает. Иногда мне хочется, чтобы Беларусь была в Беларуси. Но то, что она в Варшаве, это тоже здорово. Потому что есть масса людей, с которыми можно просто обменяться чувствами, выпить кофе, съесть свежее пирожное и понять, что в этой жизни все хорошо, когда мы можем хоть немного сделать ее гармоничнее, ярче и вкуснее.